Я приветствую вас, дорогие друзья. Вы смотрите мою авторскую программу «Политика» с Георгием Яланжи. Эта программа выходит на моем канале в YouTube, а также в социальных сетях Facebook и Instagram. И сегодня я буду беседовать с депутатом Народного собрания от 10-го округа города Вулканешты Петром Фазлы. Петр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Петр Иванович, вы человек из творческой среды. Вы долгое время являетесь художником, известным художником Гагаузии. Вы проводили многочисленные выставки, в том числе международные симпозиумы художников. Но вот в 2018 году вы становитесь депутатом Народного собрания Гагаузии. Скажите, вот за год деятельности в составе этого созыва Народного собрания у вас не появилось чувство разочарования в политике? Или все идет так, как вы ожидали? Во-первых, хочу сказать, что я и раньше видел заседание Народного собрания. Казалось бы, делая анализ того, что происходит в Народном собрании, можно было или согласиться, или не согласиться. Но я думаю, что я принял для себя правильное решение, потому что в те сложные 90-е годы я был и депутатом поселкового совета, и депутатом райсовета. В те времена на этих заседаниях принимались тоже не очень простые решения, которые Кишинев расценивал всегда как неправильное. Я думаю, что я принял правильное решение, потому что хочется быть полезным нашему городу, нашей Гагаузии. Я принял решение, и мои избиратели оказали мне доверие, и был избран депутатом Народного собрания. В конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого столетия вы были одним из участников становления Гагаузской республики, провозглашения республики, потом и становления Гагаузской автономии. И многих ветеранов тех событий уже нет живых, но с чем я сталкиваюсь, это с тем, что многие участники тех событий по-разному интерпретируют события 90-х годов. Ну вот, к примеру, флаг Гагаузской республики. Некоторые говорят, что истинным флагом республики является синий флаг с головой волка. Другие утверждают, что настоящим флагом был триколор с 3 звездочками и тоже с головой волка. Вы, наверное, как художник, как специалист в геральдике, наверняка знаете историю этого вопроса. Безусловно, предыстория такова. Я принимал непосредственно участие именно в создании герба. А автором флага был наш соратник Георгий Иванович Калчу. Предыстория такова, что была создана конкурсная комиссия из числа Временного комитета. Туда входили Мария Васильевна Маруневич, Степан Булгар и многие-многие, которые именно по флагу. Что я по флагу хочу сказать? Флаг был разработан полностью Георгием Ивановичем Калчу. И он именно такой флаг, вот именно сейчас, как флаг находится у Ирины Федоровны в кабинете. Именно такой триколор вот такой вот был, но флаг же никогда не предусматривает там голова волка, что было. Мною был разработан герб именно с волком, который был принят, и флаг, и герб был принят на 19 августа 1990 года на съезде депутатов всех уровней, где была провозглашена, мы все знаем, Гагаузская республика. И именно на этом съезде был принят этот флаг, за что Георгий Иванович получил даже денежное вознаграждение по этому поводу. Мой герб был принят с частичными доработками. То есть вот такая вот предыстория, чтобы не было других толкований по этому поводу. И я думаю, что мы на сегодняшний день, я знаю, есть разные толкования. Сейчас кто-то старается заниматься подлогом исторических моментов. Это не случайно. Но я думаю, что то, что мы сделали, это я могу чисто ответственно сказать, что именно флаг был такой, а никакой не... Флаг другой был просто отвергнут, и был принят именно то, что я сказал, флаг, именно триколор. Вот то, что такой же флаг, как вот сейчас находится... Только звезды по-другому стоят там. Звезды стояли по-другому чуть-чуть, потому что они стояли в виде треугольника так.
Ну а герб был, представлял собой голову волка, да, получается? На гербе была волк, нарисован волк в профиль, именно силуэтом волка. Именно вот этот герб был герб Гагаузской республики, который прошел с 90 по 94 год, то есть 4 года. Петр Иванович, говоря о Гагаузской республике, ну, с 90 по 94 года были все-таки суровые годы. Была неопределенность, отсутствие финансирования, безвластие, можно так сказать. Вы могли бы вспомнить вот из своей истории, из своей биографии, вот, наверное, один из самых опасных моментов того времени? Какую-то ситуацию, какой-то случай? Я что хочу сказать, что я немножко сказал, что есть попытка пересмотреть историю создания, но я хочу чисто ответственно сказать, что именно движение, всенародное движение Гагаузской халкы, я в 1988 году был во главе инициативной группы, которая создалось общественно-политическое движение «Ватан». Вы знаете, также в Чадрунге было движение «Берлик». Это был, конечно, был «Ватан», в Чадрунге был «Берлик». И я хочу сказать, что потом все вот эти вот наши движения, общественно-политическое, «Ватан» и «Берлик», все влились в общенародное движение Гагаузской халкы. И я хочу сказать, чтобы не было излишних толкований, что именно Гагаузской халкы привел нас, гагауза, в приобретение своей государственности, принятию в 1994 году закона. Именно Гагаузской халкы. Они, есть сейчас толкование, что партия Аркалык и как другие еще движения. Партия Аркалык на сегодняшний день, ее количественный состав неизменный. Я и мой брат, это все знают. Просто я еще раз хочу сказать, что именно движение Гагаузской халкы привело именно к обретению гагаузами своей государственности, принятия закона. На этот счет, чтобы не было никаких излишних толкований, потому что все мы являемся свидетелями в последнее время, пересматривается эта ситуация, но еще раз повторяю, что именно Гагаузской халкы и заслуга принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии. Какие мы иногда, когда встречаемся с нашими соратниками, много вспоминаем этих моментов. Я думаю, что на тот момент был опасный и очень ответственный момент, когда было нашествие волонтеров, если вы помните, именно на Вулканешты со стороны. Я не помню, я родился в 91 году. Ну, я говорю тем, кто помнит наши события. И именно я думаю, что Гагаузия стояла на грани большой ошибки. Но я думаю, что гагаузы все-таки проявили мудрость и выдержку. И мы все-таки попытались ту массу людей, 80 тысяч волонтеров, поход был, бесславный такой поход, можно сказать, на сегодняшний день. Я думаю, что это позорный момент был и в нашей, и молдавской истории. Я думаю, что и вот этот вот для меня, просто я думал, что если какая-то сторона, если не выдержит, мы бы, я думаю, что долго и долго мы расхлебывали моменты этой ошибки. Еще раз сказать, что благодаря тому, что мы постарались убедить и наших, вы думаете, у нас не было тогда горячих голов, были очень много, потому что у всех было мнение, что они пришли к нам, не мы пришли. И я думаю, что у нас хватило у всех выдержки, мудрости и ума, и мы не позволили, не дай бог, развязки негативные в этом отношении. Петр Иванович, ну, сегодня мы все гордимся тем, что Гагаузия имеет свою форму самоопределения в составе Республики Молдова. Ну вот все социологические опросы и социологические исследования показывают, что гагаузский народ в большинстве своем с сожалением относится к тому, что распался Советский Союз. Но вот если бы не было перестройки, не было бы распада Советского Союза, скорее всего, Гагаузии бы не существовало. Так получается. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что мы, гагаузы, вовремя воспользовались своей ситуацией, своей возможностью. Ну уж так, те события, которые начались тогда в Советском Союзе, к сожалению,
мы были свидетелями то, что творилось в большой политике. Это все-таки мы воспользовались своим правом. И я думаю, что мы правильно сделали, потому что у нас был самый большой аргумент, что Гагауза на сегодняшний день нигде в мире не имеет своей государственности. Исходя из этого, мы воспользовались правом, которое было прописано, право на самоопределение, и мы воспользовались своим правом, начали раскручивать наше движение, то, что я говорил, Ватан, Берлик, Единство и Гагаузский Халкы. И дальше уже думаю, что этот процесс остановить никто ему не смог. И даже если мы бы сказали, что все это мы даем на задний ход, или что, даже нас бы смели, просто машина, именно махина гагаузского движения была до такой степени заведена, что все были уверены 100%, что мы делаем правильно. И все наши консультанты, и ученые, и специалисты по праву, по государственности говорили нам всегда, заключение давали положительное, что гагаузы, у вас ваше право на вашей стороне. И я думаю, что вот те события, которые все-таки яркие, памятные, очень активные, и многое было, поверьте мне, мы даже о деньгах-то не думали, чисто было на энтузиазме. Если мы какие-то деньги собирали, то на финансирование какой-то делегации или в Москву, или на Украину для встречи с нашими консультантами, с специалистами, с учеными. Я думаю, что я был свидетелем прекрасного такого периода в моей жизни, думаю, и мои соратники согласятся, потому что энтузиазм гагаузов был на высоте, и мы все-таки проявили мудрость, и мы воздержались многократно от негативных явлений, потому что мы себе сказали, что если мы где-то себе позволим, не дай бог, какое-то насилие, какая-то провокация, это будет большой минус, и мы будем буксовать на месте, мы просто не сможем своей цели добиться. И просто многими и нашими политиками, и местными, и другими гагаузы удивляют тем, что лояльны именно и ностальгия по Советскому Союзу, потому что именно благодаря Советскому Союзу мы и воспользовались своей возможностью, ну, скажем так, может, не из злорадства ради, что вот именно то, что империя Советский Союз развалилась, но мы все-таки сделали свое право. Многие гагаузы на сегодняшний день, и моего поколения, и кто не понаслышке и знает, и жил, я думаю, что с сожалением относится, потому что все-таки Советский Союз это было и гарантированное, и бесплатное, и медицина, и образование, и много-много, которое у нас был, завтрашний день был гарантирован у нас. Я думаю, что Советский Союз распался не по нашей вине, понимаете, и вы уже сказали о том, что гагаузы извлекли из этого свою выгоду, то есть создали свою автономию. Мы воспользовались своим правом. Петр Иванович, сегодня многие сравнивают события 90-х годов с референдумом 2014 года по уровню мобилизации, по уровню единства населения. Вы тоже находите здесь что-то общее? Я, безусловно, нахожу, что именно гагаузы такой народ, видимо, в генах сидит, то, что они умеют в опасный, очень сложный и ответственный для своей истории народ, умеют мобилизоваться, и они показывают, что они всегда поступают правильно, так, как им нужно. Я думаю, что то, что мы были участниками, и референдум показал, процент явки 98%, по-моему. То есть мы показали свою озабоченность о завтрашнем дне. Потому что история, мы все являемся, история меняется много раз, и никто никого не спрашивает, хотим мы того или нет. И я думаю, что мы себе гарантировали, что мы гарантировали? Мы гарантировали себе будущее. Потому что я думаю, что исходя из других каких-то моментов исторических явлений, нам просто должны быть спросить наше мнение. И мы свое мнение выразили. Просто
многие средства массовой информации удивляются лояльности гагаузов именно к России. Мы показали, что кто нам помогал всегда, кто нам поддерживал всегда, мы всегда лояльны и всегда ждем поддержки. И мы, я думаю, что мы относимся с благодарностью и по истории, и переселения гагаузов, и так далее, и так далее. Думаю, что мы правильно делаем в этом отношении. Петр Иванович, в прошлом году выборы депутата по вашему округу сопровождались с большими нарушениями. Ну, во-первых, сами выборы были организованы спустя 2 года после избрания основного состава Народного собрания. Во-вторых, в день голосования были многочисленные нарушения, что мы видели. Избирательный участок поздно вечером закрылся, открылся только рано утром. Ваш коллега, депутат Григорий Узун, сказал, что это была репетиция башкирских выборов. Кто за этим стоял и как на самом деле все было? Честно говоря, я как бы в депутатском корпусе, будем так говорить, поздний ребенок этого депутатского корпуса. Я уже с опозданием уже. Все мы были свидетелями слаженной кампании именно противодействия моему избранию, потому что здесь был и примар, и депутат парламента, и депутат Народного собрания. Это была кампания, режиссером который был Корнел Ананьевич Дудник, Сергей Афанасьевич Чернев. Ну, это на сегодняшний день эти все. И примар нашего города, который должен заниматься, как-никак должен заниматься хозяйственной деятельностью. Он занялся политикой на время выборов. Ну, как бы это его выбор. Мы делаем выводы, что человек должен заниматься хозяйством, но занялся политикой. Ну, Бог с ним, пусть это. И мы были все свидетелями, конечно, большого такого наглого поведения. Это беспрецедентный случай, я думаю, что комиссии все были односторонние, все были сторонники, ну, будем говорить, ваших оппонентов? Моего оппонента. И вопрос был, результаты ни с того ни с сего, примар объявляет, что выборы выиграл мой оппонент, и стоял вопрос, бюллетени надо было с Дома культуры, с последнего избирательного участка, самый главный участок, центральный участок, где, ну, такого не бывает, чтобы где живет кандидат, это как бы закономерно, что именно там больше всего набирает, а тут перевернули все с ног на голову. И мы требовали пересчета голосов, и сработало наверное, то чутье 90-х годов именно, чтобы мы все-таки решили, чтобы добиться пересчета и не допустили, чтобы эти бюллетени перекочевали с этого избирательного участка. Мы настаивали, что именно на этом избирателе пересчитывали бюллетени. Потому что если бюллетени побежали бы в самую окружную комиссию, там уже все было бы, как должно было быть нашим оппонентам. Дальше вы видели, мы все-таки выстояли до утра. Вы не спали ту ночь? Нет, мы все были возле Дома культуры, потому что спать это было, как говорится, не то слово, это было бы неприлично. И я вспомнил именно те 90-е годы, что мы многие сутки напролет все-таки настаивали на своем. И потом получилось, что именно где-то мы возле Дома культуры, возле избирательного участка нашли протокол, который как бы кто-то или подкинул, или уронил. Ну и дальше вы помните всю эту неразбериху, которая была, но все-таки правда оказалась на моей стороне. Все-таки многие меня и помнят, и знают из 90-х годов. И получилось, в конце концов, как получилось. Но я думаю, что то, что сказал Григорий Узун, я думаю, в некоторой степени и он прав в этом отношении, потому что обкатывается, наверное, какой-то режиссерский момент опять на будущее. И я думаю, что
мы, учитывая эти уроки, мы должны знать себя, как вести. Что я хочу сказать, что надо отдать должное моим оппонентам, что изобретательности, что изобретательности, и что такие все-таки такой контингент противодействовал мне. И я хочу им сказать спасибо за их усердие, что все-таки они иначе, видимо, не могли поступить. И я думаю, что в любом случае это избиратель дал оценку, и на будущее, думаю, что даст свою оценку. Петр Иванович, если коснуться последних громких решений Народного собрания, ну, вот перенос даты выборов с 19 мая на 30 июня, повышение порога явки до 50% плюс 1 голос, и использование национальных списков, где 130 тысяч избирателей. Вот этот закон о внесении изменений в избирательный кодекс был принят Народным собранием. Насколько я знаю, вы не участвовали в том заседании. После этого Башкан Гагаузии не промульгировал этот закон. Что будет дальше, как вы думаете? Я не участвовал чисто по техническим причинам, не смог участвовать, но я смотрел, видел полностью все заседание Народного собрания. Я думаю, что была нарушена процедура. Инициатива, которая была предложена, она не была рассмотрена ни в комиссиях, ни публичное обсуждение не было. И думаю, что был только один вопрос там на порог явки. Там наш коллега Чемпаеш вышел с этой инициативой. И, пользуясь моментом, наши коллеги забросали еще дополнительными вопросами, что я думаю, что это явное нарушение, и было проголосовано, принято наспех, быстренько. Я думаю, все-таки юристы должны оценку дать правильности принятия этого решения, но уже как получилось, так получилось, что опять в очередной раз был перенесен срок избрания Башкана. И много было толкований, что говорили, что переносить можно без конца, но толк какой от этого будет. И я думаю, что расчет на что? На, ну, бог с ним, допустим, 50 плюс 1 человек был, как написано в уложении. Мы должны следовать уложению. Уложение для нас это святое. А остальное все, я думаю, что правильно Ирина Федоровна сказала, что не имеет никакого отношения к уложению. То, что вот эти списки с регистра республиканского, я думаю, что до сих пор у нас и местные все выборы были по спискам наших примарий, то, что готовится. И я думаю, что логично будет и на этот раз воспользоваться этими списками. Ну хорошо, допустим, расчеты есть на вот отпуска будут отсутствие людей. Но не будет один раз выборов, потом второй раз не будет. Ну, будут же кандидатуры и оппоненты Ирина Федоровна. Ну не будет раз, два, три не будет. И к чему мы придем? Завтра будет один умник с нашего Народного собрания, скажет, а чем мы тратим деньги? Мы давайте уже будем выбирать Башкана в Народном собрании. Так же будет удобнее. Вот к чему мы можем прийти. Может, на это и есть расчет. То есть в Народном собрании легче уже будет выбирать Башкана. Я думаю, что это делается, может быть, я боюсь, конечно, ошибиться. Думаю, что мы можем в последнее время даже узнать, какой дальнейший сценарий будет. Я сказал, что, выступая в Кангазе, что дальше мы увидим, что, какие предпосылки судьбы с Кишиневым нам будет. Я думаю, что все-таки есть опасения наших оппонентов, что Ирина Федоровна все-таки ей на сегодняшний день пока вижу, что альтернативы нету. Дальше может появиться, но на сегодняшний, я думаю, что Ирина Федоровна, ее срок второй, я думаю, что она заслуженно, она выиграет его. Я думаю, что она работает в этом отношении добросовестно. Политики из Вулканешта часто говорят, что на выборах Башкана Гагаузии решающее слово всегда за жителями Вулканешского района. Ну, понятно, что население Вулканешского района меньше, чем население в Чадарунском районе или в Камрадском районе.
Ну вот не было пока Башкана Гагаузии из Вулканешт. Как вы думаете, есть ли какая-то кандидатура из Вулканешт, которая могла бы принять участие и достичь результата? Мы все знаем, что он малочисленный район. И что я хочу сказать, предыстория, все башканы были с Камрата, с Чодерлунги. Однажды у нас кандидатом был Сергей Афанасьевич Чернев, конечно, кандидатом в Башканы, но мы помним его, как говорится, рейтинг какой был. Что я хочу сказать, что именно властям не надо забывать, что Вулканешты все-таки находятся не так уж далеко. Мне помнится и по истории, и табунщик был башканом, и Кройтер, и Фармузал. Было такое немножко отдаленное внимание Вулканештам. И я хочу сказать, что на этот счет в последнее время Ирина Федоровна исправила это состояние. Все-таки Вулканешты мы как-то сделали такой анализ, и сколько получали правлений до Ирины Федоровны выделение именно внимания, финансовое имеется в виду, Вулканештам очень такая удручающая ситуация. Благо, что вот мы помним, что по прошлому году у нас на Вулканеште было ни много ни мало 35 миллионов выделено средств на ремонт, на те или иные объекты. Думаю, что на будущее мы должны... У меня есть такое пожелание, я хочу выйти в Народном собрании с таким предложением, чтобы все-таки, учитывая отдаленность, то, что мы в Вулканештах, сделать выездные исполкомы именно в Вулканештах, сделать выездное заседание Народного собрания именно в Вулканештах и, может быть, с участием наших каких-то вопросов. Потому что это подчеркнет, что наше участие, что мы помним про Вулканешты, и мы заботимся о них, как и о Камрате и Чадрунге. Вот такой момент у меня есть такой. Может, кому-то это понравится, не понравится, но я, будучи, как говорится, жителем Вулканешт, я и думаю, что именно так должно быть. Петр Иванович, говоря о вашей депутатской деятельности, ну, я как понял, у вас натянутые отношения с примаром города Вулканешт. Но это не мешает, наверное, вам реализовывать какие-то проекты в городе. Вам удалось какие-то проекты внедрить в городе за этот год? Ну, проекты. Ну, конечно, примар у нас человек, конечно, редкостный. Вот буквально перед вами я приехал, у меня была встреча с избирателями, и некоторые избиратели пришли и спросили такой момент у меня, потому что в свое время у нас был такой вопрос скандальный. Есть такая у нас фирма Леон Гри, которая 4 года судилась примария это было в 2012 году, в бытность примара Федора Георгиевича Терзи. Эта компания Леон Гри не платила 10 лет примарии, не платила налоги. Не платила. Там набралось 3,5 миллиона, плохо, много или это мало, 3,5 миллиона и долгов в примарии. Судебные решения были, 4 года примария при бытности Федора Георгиевича Терзи судилась с Леон Гри, на что судебная инстанция заблокировала эти счета. В бытность, когда уже Виктор Петрович пришел, уже вступил в должность примара, он, несмотря на то, что городской совет просили разблокировать счета, чтобы шла работа там. Городской совет отказал ему в разблокировании счетов. Виктор Петрович своим волевым решением сам подписал и разблокировал счета, на что примария осталась в убытке. И примарии каким-то образом были внесены 200 тысяч на счет примарии денег, а остальные деньги все ушли. Потом эта фирма оказалась банкротом, и со счетов ни много ни мало с этой фирмы исчезли. Еще, оказывается, я
узнаю, что около 27 миллионов леев. Фирма признается банкротом, и на Никому этом все ничего не заканчивается. Вся проблема. Просто задается вопросом, какой интерес был у кого-то, наверное, при этой сделке. Через некоторое время эта же фирма Leon Gri организовывает, регистрируется по другим названиям, Leon Gri Plus, и она как бы на сегодняшний день существует и также продолжает не платить налоги. В общем, такой факт сегодня, вот мне задали вопрос, это избиратели спрашивают, вот вы вот пришли, новый депутат, мы вам просим хоть озвучить, вот что вот тогда, когда-то была эта проблема. Также сегодня был такой вопрос. Аптеки у нас в городе тоже бытность, не бытность, а вот только как примар заступил наш новый Виктор Николаевич, появилось несколько аптек. У нас сеть местных аптек, который заведует Николай Ильич Чернев. Эти аптеки приносили прибыль нашему городу 1 200 000 в год. Открылись еще несколько аптек. Эти все аптеки у них зарегистрированы в Кишиневе, и все отчисления идут в Кишинев. Они здесь платятся только подоходный налог работников, который работает. На сегодняшний день мы узнаем, что поступление в бюджет с нашей местной аптеки упали на 800 000. То есть 400 000 город опять потерял денег. Говорили, что будут лекарства дешевле. Прошлись по аптекам. Первое время они там паузы выдержали, были какие-то. Но сейчас ситуация даже сравнялась, даже может еще и больше стоит. Также есть проблема наша городская, вот, карьерный вот, песок, многие строятся тоже. В Молдове же есть закон о национальных природных ресурсах, на что примария тоже, примар, там, оказывается, надо платить порядка 120 000, чтобы зарегистрировать, заиметь лицензию, чтобы можно было продать этот песочек, потому что гагаузы народ строит все время. И я знаю, что этот карьер находится в частных руках, и тоже налоги, я не знаю, собираются или нет, но факт, что этот вопрос тоже идет на самотек, и неизвестно, что происходит по этому поводу. Тоже возникает много вопросов по этому поводу. Это проблема не только города Вол, конечно, но и других населенных пунктов по использованию. Но главное, что есть уже в Молдове разработан закон о регистрации, но пока усердия нет никакого. Петр Иванович, но все-таки вот за 1 год вашей деятельности, какие проекты вам удалось реализовать в своем округе или в целом городе Вол, конечно? Ну, в своем округе я в прошлом году из своего депутатского фонда я осветил 3 улицы. 3 наши верхние улицы, которые ни много ни мало, я там потратил около 40 000 лей, то есть в свете, как говорится, освященный город. Вот мое такое участие было в прошлом году. И плюс я оказываю помощь малоимущим по возможности, что позволяет мой бюджет депутатский. Я думаю, почти на сегодняшний день он почти уже распределен. Сколько там? Более 70 000, по-моему, у каждого депутата? Да, в этом году 80 000 где-то. Есть еще есть несколько улиц, которые я планирую. И с электриком мы сейчас решаем вопрос этой сметной документации. Ну и думаю, что совместно с избирателями мы проводим работу. Учитывая тот факт, что и художественная школа, где я работаю, в свое время тоже мы, как говорится, выступали с неоднократной инициативой приведения в порядок художественной школы. И что на сегодняшний день, благодаря тем финансам, которые были выделены исполкомом, мы реализовали все-таки проект капитального ремонта, потому что мы делали ежегодный, частичный косметический ремонт, что мы перетрусили всю художественную школу, все, и сделали ее
привели в надлежащий вид именно с учетом тех требований, которые именно должны иметь это заведение, что касается изобразительного искусства. Ну и в конце нашей программы я бы хотел вам задать несколько коротких вопросов, на которые желательно я хотел бы получить короткие ответы. Ваше главное достижение в жизни? Мое главное достижение — то, что я занимаюсь искусством, и моя семья, мои дети. Ваши недостатки, если они есть? Мои недостатки — чрезмерная доверчивость иногда оборачивается мне. Что бы вы изменили в своей жизни, если бы у вас была такая возможность? Я думаю, что я ничего бы не менял бы, прожил бы аналогичную жизнь. Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете? Я попрошу прощения за свои, наверное, вольные и невольные прегрешения. Петр Иванович, я вас благодарю за это интервью. А зрителям программы хотел бы сказать спасибо за внимание. Следите за обновлениями на моем канале в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго.